Этот день мы всегда ждем с особым волнением. Главный праздник – праздник Великой Победы. Так совпало, что в этом году мы отмечаем его в день выхода нашей программы, в воскресенье. Мы все помним, как душевно и в то же время грандиозно, несмотря на пандемию, мы отпраздновали 75-ю годовщину Победы. Все у нас тогда получилось, хотя большая часть мероприятий, конечно, прошла дистанционно. Мы говорили тогда, вот уйдет этот трудный год, и мы обязательно соберемся и поздравим наших ветеранов очно. Если получится, обнимем их, почтим память павших, вручим подарки живым, их с каждым годом становится все меньше и меньше, увы. И знаете, все удалось. Обстановка, конечно, далеко не идеальная, но она позволила нам провести этот праздник достаточно масштабно и в то же время с соблюдением всех норм и правил. Главным событием, конечно же, стал парад Победы на площади Тысячелетия с участием ветеранов Великой Отечественной войны. Я предлагаю вам послушать президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, военнослужащие Казанского гарнизона, дорогие татарстанцы, сердечно поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне, великим праздником нашего народа. 76 лет назад над поверженным Рейхстагом в Берлине было водружено Знамя Победы. Это стало символом окончательного крушения нацизма и завершения самой кровопролитной и жесткой войны в истории человечества. Бу якты бәйрәмдә без сугыш кырларында ятып калган батырларны искә алабыз. Исән-имин әйләнеп кайткан җиңү солдатларын, көнне-төнгә ялгап эшләгән тыл хезмәтчәннәрен хөрмәтлибез. Без сезнең алда баш иябез. В этот священный день мы отдаем дань памяти и безграничного уважения тем, кто шел навстречу смерти в боях, трудился в тылу без сна и отдыха. Вы совершили великий подвиг, о котором мы никогда не забудем. Низкий вам поклон и глубочайшее признание за Великую Победу. Мы сделаем все, чтобы подвиги наших дедов и прадедов не забывались, а наши граждане жили в сильной и процветающей стране. Славные боевые традиции поколения героев достойно продолжает российская армия. Под руководством Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина растет оборонное могущество страны, боевой потенциал и престиж вооруженных сил Российской Федерации. Поисковые отряды России и Татарстана возвращают сотни имен павших защитников Родины, с почестями предают земле их останки. Мөхтәрәм ветераннар, хөрмәтле ватандашлар, сезгә ихлас күңелдән сәламәтлек, яхшы кәеф һәм иминлек телим. Сугыш батырларына мәңгелек дан. Уважаемые ветераны, дорогие друзья, от всей души желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой. С глубоким почтением и гордостью мы склоняем голову перед павшими на полях сражений. Память о великом подвиге нашего народа навсегда останется в наших сердцах. Җиңү көне белән, с Днем Великой Победы! Ура! Центром праздника стала, конечно, Казань, где прошли сотни различных мероприятий, торжеств, выставок, акций. Не отстали от столицы и другие города. Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Заинск, Азнакаево, Бугульма, районные центры и другие населенные пункты.